Друзья, наступил час X. Вот где стоит Kenworth Т-2000. Там стоял я 2 дня. Сегодня я заехал на разгрузку. И меня будут выгружать. Узнали мы сегодня у директора о ситуации, как это все происходит. Значит, расскажу вкратце. Загружаемся в Хабаровске. У нас дается неделя, чтобы сюда приехать. В худшем случае, наверное, это будет больше, чем неделя. Но в лучшем случае можно приехать за 2,5 дня. За 3. Но это, можно сказать, лучший случай. Это идеальный случай, но также не для водителя, потому что мало спать. А так примерно 4 дня со всеми расстановками. Но тем не менее, дается неделя. И вот ты приезжаешь сюда, и у тебя еще 2 дня до того, как закончится срок твоей разгрузки. Если тебе повезет, то получится, что тебя разгрузят раньше. В данном случае мне сейчас не повезло, потому что я приехал, моя очередь была второй. Вот, но на число было назначено на 17, то есть на сегодняшнее. А я приехал 15. И, грубо говоря, вчера, 16 числа, приехали 3 машины, которые на 16 число. А тут разгружают 3-4 машины в день. Вот так вот. И мне пришлось этих машин пропустить, которые на 16. Я не знаю, каким образом они тянули до последнего, но они приехали именно 16. И поэтому пришлось посторониться. То есть есть люди, которые нормально работают в круговороте, то есть они быстрее загрузились, быстрее приехали, быстрее уехали. А некоторые загружаются, спят дома, едят там в кафешках со всеми расстановками, и потом они сбивают вот таким вот образом очередь. Я считаю, это не очень айс, так скажем. Хотя, с другой стороны, они действуют в рамках, ну, не то чтобы закона, а в рамках именно своих нормативов, путевого листа, там, отдыха, режима труда и отдыха и так далее. Так что, в общем, вот такая ситуация здесь по факту. Друзья, все, разгрузился, Якутск, пошел я на выезд, ребятки. Значит, вкратце, познакомился я, значит, с подписчиками со своими 2. Здесь меня встретили, они обнаружили, так скажем, вот по машине узнали. У меня, видите, никаких опознавательных больше нету знаков. Вот, подарили мне якутского коня, якутскую лошадку, такую красивую ее приклеил. Выезжаем на лед из Якутска. Вот и берег, господа. Нижний Бестях. Думаю, заеду в ПТК сейчас. Ни разу, друзья, не заходил еще в этот магазин. Все мимо проезжал. Приветствую. Ну все, короче, он это позвонил, там поворот есть. Там где-то между Богонаем уезжает, там лесную дорогу поедешь по лесу, и там проехать поворот. Я даже если 5 секунд пока соберемся, пока тобой. Фонарики какие разных видов. Вы там 13 Так. Вчера пацан по дома ездил. Нормально. Ага, давай я сейчас перезвоню, А вот это вот труба для баллонника, в смысле? Да, как удлинитель. А баллонник на сколько? 33? А на сколько? Какой-то вообще непонятно. Да, у него здесь один вообще 22, а второй 38. 22 и 38, вообще непонятно. А, там квадратик. О, это же на футорке. А сколько он стоит? Так. 113,85. Давай-ка, наверное, я приобрету его. Хорошо. Автоторг. Не знаю, насколько он качественный, но у меня его нету. Вот, а у меня одна ось на футорках, и там приходится мясорубкой всю дорогу до самого конца там порой. А по карте нет? Да, конечно. Тогда по карте. Если можно, будет этот чек, если копия или что там. Неликвидный баллончик забрал.
Ладно, всего хорошего. Спасибо. До свидания. Короче, баллончик. Все. Сейчас пойду померяю. Но у меня там не все гайки. Не все, ребята, на 38. А есть некоторые, которые еще больше. Основные на 38, конечно. Но другие мясорубкой откручу, что делать. Вот они у меня. Футорочки. Вот. 38-я. 38-я. Но некоторые большие тут есть какие-то. Вот, например. Не подходят. А так основные все на 38. Так, и уже футорки подуставшие, да? 22 или там на 20 сколько. Но что-то как-то тут так побалтывается, я вам скажу. Как будто это нифига не на 22. Ну ладно. Ладно. Все, друзья. Поехали дальше. На кафешку на Легион заеду. Наверное, там покушаю. И накачаю колесо. Съезд. Предварительно стояла табличка кафе Легион, шиномонтаж, баня. Все такое. Поэтому проехать сложно. Единственное, здесь надо забраться, умудриться. Здесь скользко. Вот это колесо пустое, ребята. Я не знаю, оно не слезло еще с диска вообще. Не знаю, вроде нет, вроде бы. То же место, кафе Легион, площадочка. Короче, переливаюсь. С Колымбака. Иду в кафе Легион. Приятно. Здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я забыл, у вас на наличку или только и по карте можно? Чего? По карте можно у вас рассчитаться? Нет. Только за наличку? Можно Блин, и ну, переводом. Ну, переводом попробуем. Сейчас посмотрим, сколько денег-то тут есть. 200 рублей. Че я на 200 рублей поел? На дивизион лагман, может? Острое любите? Да. Кавказскую? Да, ну тогда лагман. Лагнан? Он сытнее будет. С хлебом будет, да? Да. 200 рублей. Ну давайте. Или Так, без хлеба. 130. У меня еще там мелочь есть в машине. Так, 135. И сколько там хлеба и чай будет? Ну, можно там без чая, можно с чаем. Как получится, хватит, чтобы хватило. Так, сколько хлеба? Если лагман там, да, ну, 2-3. Так, 3 сделаем, да? 12. 147 у вас еще. Еще надо. И нет. Может, пирожки у вас Остается. остается, да? Что-то у вас так выгодно. Ну, давайте, 53 у вас остается. давайте пирожок там, или Пирожок два, с мясом сколько. или с капустой, с картошкой. А сколько пирожок стоит, чтобы хватило? С мясом 50 рублей и с этим, с картошкой, с капустой 40. Давайте с мясом можно. С мясом? Мгм. Хорошо. Хватит, Вот, да, на деньги? 200 рублей будет. Ну, отлично, видите, как здорово, спасибо. Нет, мало. Так, 135 плюс 12 плюс 50. И ваша сдача будет 3 рубля. Ну, ничего страшного. Фонд инициативы молодежи, как говорится. Спасибо. Спасибо. Тут руки помыть где можно? Там? Угу. Так, ручки. Сейчас руки важно мыть. Коронавирус. Смешная штучка. А, еле дует. В целом мировой тренд. Но пока по данным исследований в офис по-прежнему каждое утро едут 70%. Так, и да, и пирожок. Еще 14 работают из дома. Девочки, спасибо. А как блюдо называлось? Лагман? Лагман? Мне понравилось. Я просто никогда не заказывал. Да, вкусно, я очень люблю острое. Ладно, всего доброго. Спасибо большое. Угу. Лагман. Вот так. Лагман, я так понимаю, это
вот эти вот длинные макароны, или как их там. А все остальное это как, не знаю, суп с лагманом. Надо же, никогда лагмана не брал. Все, ребят, поехали дальше. Друзья, в Якутске идет снег по дороге. Здесь уже Алданский район недавно пересекли. Ну, я недалеко отъехал, километров, наверное, 180 от Якутска. Ну, 200. Сколько там, не знаю, этот район. Смысл в чем? Температура на улице сейчас 0 градусов. 0 градусов, друзья. Ехали сюда. Было минус 25. Ночью было минус 32. Это было 3 дня назад. Такая вот разница. Прошли поселок Гулу, друзья. Погода резко поменялась. Смотрите в зеркало. И смотрите туда. Как и говорили мне по телефону, что в Алдане, в Алданском районе очень сильный снег. Сейчас нас накроет. Все, друзья, нас накрывает. Глядя на все это, друзья, не забывайте, что сегодня на дворе 17 марта 2020 год. Алданский район, 150 километров до Тамота. Река Мга. Кто-то мне из подписчиков писал, что где-то живет в этом доме, где-то за рекой. То есть, получается, слева будет первый дом или как? Если будешь смотреть, пожалуйста, подскажи. Сделай комментарий. Вот она Мга. Вот он мост. И насколько я помню, слева и здесь, с этой стороны, жилой дом. Там есть этот, антенна. Ну, телевизионная какая-то, параболичная, или как ее правильно называют. Вот здесь. Кто-то меня приглашал на чай. Кто-то из подписчиков также мне сказал, что с пещерой здесь проблема, что ее нету. Там есть только вход, ну и небольшой гротик, и все. Где-то вот там, наверное, да? Где-то в этом районе. Вот она, да? Вот она. Гротик, и все. Видел я ее. Вот и река Алдан, братцы. Подъезжаем к Тамоту. Практически в него уже въехали. На улице температура -1. Это же надо, 2 дня назад было 30, а сейчас -1. Нормально? Ребятки, Тамот. Пойду-ка я в магазинчик, наверное, схожу. Все, к чаю кончилось. Тут будет оптимальный вариант. Везде дорого. И нету магазинов прямо на дороге. Вот он. Такой самый, наверное, удобный. Не, он до 8 работает. Здрасте. С грибами. Колбасный сыр. Что это? Рулет копчено-вареный. Это что? Так, хлеба надо будет. Что?
Здрасте. У нас пакетик есть? Конечно. Вот еще пакетик будет. Большой? Ну, любой, который войдет. Спасибо. Так, всего доброго. Так, это не надо. У меня опять проблемы. Но с телегачом все нормально. То, что я сделал, это сделал. А вот у меня бочина не горит вообще. Нисколько, да? На прицепе. Сейчас включена аварийка. Работает только правый поворотник. Левая сторона не светится. Это хреново. Так что, ребятки, наверное, я доеду до Алдана и ночевать. Фары у меня горят, габариты горят. Единственное, ходовые огни я еще тоже не сделал. Вот эти лампочки не сделал. Это уже мелочь в жизни. Зато я как человек теперь с фарами езжу. Честно говоря, я стал как-то не очень. Друзья, доброе утро, Алдан. Около 6 утра обход машины. И поеду сейчас. Посмотрим Сапун первым делом. Снежочек ночью выпал немного. Сапун. Вот он. Сапун чистый. Снежок такой, не знаю, крупными хлопьями выпал. Так, у меня спускало колесо вот это. Сейчас проверим. А сейчас оно нормальное. Удивительно, но факт. Я пустой. Так, воздух накачал. Сейчас прицеп накачаю, чай попью и поеду, ребятки. Предупреждение. Телефон экстренных служб. 112. Кто не знает, запоминайте. Но так больше предупреждений нету. Обычно здесь висит про погоду. Погода вроде бы ничего, ребята. Снег ночью немножко шел, очень мало. Так, припорошило. И все. Поехали. Вот утро еще. 7 еще нету. Все проблемные участки обслужены на 100%. Ребят, я на Нерюнгри. Сегодня кончилось место. В Алданском районе у меня на камере. Я уже приехал на Нюрку здесь, перекачал с камеры на компьютер. Пожалел об этом. Столько было красивых мест. Был рассвет такой красивый. Погодка вообще замечательная, друзья. Вот это мне вообще больше всего нравится. Как меня встречает и провожает Якутия. Как будто горы, как будто сопки, да? Смотрите, как облака выглядят. Офигенно. Я даже не знаю, какие слова подобрать. Да? Картина маслом, друзья. Но это просто офигенно. Вот она, Якутия.
этого момента начинается Амурская область. Сегодня март, 18 число. В этом году я всего лишь был 2 раза в Якутии. Вот, погодка хорошенькая, теплая. Единственный ветер, и камера сейчас, я чувствую, сильно фонит ветром. Это уже было здесь. Я принес вот эти штуковины для ворона. Потому что он тут частенько сидит, наблюдает за порядком. Все, заправился, ребята. Так, солнышко пропало. Не совсем, но за тучку скрылось. А там впереди, я смотрю, много тучек. А нам туда. Смотрите, друзья, что там делается. Там точно низкое небо. Точно идет снег. Туманище такое, низкое такое облако. Прям из него, наверное, сыпет этот снег. А может, дождь? Да вряд ли. Еще прохладно. Но всякое может быть. Погода непредсказуема. То тепло, то холодно, то дождь, то снег. Вот видите, морда у машинки вся в снегу. Прямиком в циклон. Так и есть, друзья. Въезжаем. Въезжаем в снегопад. Ребятки, дождь похоже на снег или наоборот. Снег похоже на дождь. Температурочка -1 на улице. Как вы думаете, что это? Я думаю, что может и град пойти. Вероятность есть. Ну что, вроде бы грозовую миновали тучу. Там на горизонте тоже что-то низко висит. Может, еще придется столкнуться. А впереди у нас еще Альдагой. То, на чем есть беспокоиться. Ну, конечно, не американцам, а одноножечкам. Ну, американцам тоже может доставить хлопот. Короче, поздно я включил камеру. Вон там прошел в зеркало смотреть. На трале был загружен БТР. Мне понравился способ загрузки БТРа. Он широкий. Его поставили боком. Просто боком вот так поставили на 5, сколько? 5 у него там колес. Все нормально, закрепили и поехали. Весело. Приближаемся к Альдагою, друзья. Это малый Альдагой. После нормального Альдагоя будет подъемчик. Снега нет? Хорошо, пройдем. Ну что, ребятки, поехали. Засыпаны, друзья, все нормально. Здесь Европа буксует, видно.
Пойдет. Европка висит, да? Пустая. И вторая висит, да? Вот тебе и пожалуйста. Сами видели, Америка и Европа. Вот он шлифует. Колеса, видите, крутятся. Вот. Ну и торт вишенка на торте. А что тут Америка-то? Мозги капассируют. Из Америки потерял скорость. Все. Да, ребята, смешно. Согласны? У меня вся блокировка, сейчас все включено. Да, не ожидал я тебя такого. Тут с разгончику надо было. А я побоялся тебя зацепить. Я и так, я сгруженный, она загальмовала. Пробуем. Нет, не идет. Вот тебе и Альдагой. Газ не трогаю, друзья. Вообще газ не трогаю. Ну, хоть контент будет, мать его, да? Вот, пожалуйста, вам. Альдагой. Ничего такого. А представьте себе, если если здесь снег, а? Тут надо было с разгончику брать, ребят. Как там, помните про Зила? Если он на первой уже не тянет, вот так вот выпрыгиваете, да ну его нахуй этого Зила, да? Ну у меня Френч вроде тянет пока. Ладно, поехали, друзья. Пока не знаю, трогать газ, не трогать газ. Давай чуть-чуть добавлю. На блокировке. Там самая глина была, здесь уже по суше, вот здесь. Вот вам и Альдагой, друзья мои. Даже Америка не поднялась. А сзади он Европка шагает. Чувствую, я сейчас ему помешаю здесь. Переключаться мне сейчас не получится. Все, поехали. Нормалек. Удачно. Подсыпали чуть-чуть, называется. Все, вершина Альдагоя. Поехали домой, друзья. Хорош. Температура, братцы, 0 градусов. Самые-самые, так скажем, сопли.
Поэтому даже по глине буксовал. Там уже и льда-то как такового не было. Так, ребят, разберем по горячим следам мою ошибку на Эльдогое. Моя ошибка заключалась, я вам сам признаюсь, в том, что я, когда поехал, я был слишком самоуверен и не спросил, есть ли кто на подъеме. Я уже был уверен был, что все нормально, вот он засыпанный, увидели, что там прям, ну все, как глина. Выезжаю, а там американец мозги компасирует. Вот это да. Вот это поворот называется. И я побоялся американца зацепить, ну подсбросил. Так бы я, наверное, газанул. Ну, короче, там-то решал это чуть-чуть. Вот буквально чуть-чуть. Не доехал маленечко. Ладно, что было, то прошло. Мы едем дальше.